На встрече специалистов некоммерческой организации «Фонд Региональный оператор» с председателями домкомов приняли участие исполняющие обязанности первого заместителя главы администрации, представители жилищной инспекции и обслуживающей компании ИРКЦ. Вопросов у домкомов накопилось достаточно. Одних волнует протечка крыши, других – плачевное состояние фасада, третьих – дата проведения капитального ремонта. У нас нету крыши, я уже вот сколько лет 5, наверное, борюсь. Нам надо крышу новую. У нас ровненькая. Переустройство, да. Кирова 29. Кирова 29, ваш номер? Ремонт крыши. Там сырость протекает, на верхних этажах везде у нас сырость. Я требую кровли и фасад, самое главное. Они еще вдобавок, вот на первом этаже у них как будто трубы гниются, говорят, надо вот трубы поменять. У нас лифты уже отслужили свое 26 лет. Как стало известно, в 2016 году капитальный ремонт запланирован в 11 сибайских домах. 8 из них будут проведены кровельные работы. Это 2 дома по проспекту Горняков, 34 и 50, Ветеранов 2, Загива Лиди 57/1, Кирова 29, Цеткин 2, Пионерская 17, Чайковского 2. В доме номер 7 по улице Маяковского запланирован ремонт фасада, а на Матросова 1/1 система отопления. Жители Белова 40 в скором времени будут передвигаться по этажам в новых лифтах. На встрече с представителями рекоператора председатели домкомов интересовались о стройматериалах, используемых во время ремонта, подрядных организациях, проектах. Также они затронули тему качества выполняемых работ. В свою очередь специалисты рекоператора дали полные ответы. Они также еще раз напомнили, что проведение капремонтов невозможно, не имея на это средств. По оплате по городу Сибая 78%. Я что могу сказать? То, что действительно процент хороший. Вы входите в десятку сильнейших, там, как говорится, самый хороший сбор. Это у нас самый хороший сбор город Кумертау, 91%. А у вас все-таки тоже хорошо. Я думаю, 78% это хороший результат. И, во-первых, мы уже из этого собранных денег по тому году планируем на этот год ремонт. Очередность проведения капремонта зависит не только от даты последних проводимых работ, года постройки дома, но и от уровня собираемости платежей от собственников квартир. Специалисты рекоператора также разъяснили ситуацию по квитанциям за январь с суммами в 2-3 тысячи рублей. Это был сбой программы БРСК и банк. Так что вчера мы целый день отвечали на звонки, все это было. Сейчас решили, что все это компенсируется, все в этот собраться. Так что это сбой программы, ничего страшного нет. Подобные встречи проходят во всех городах республики. Специалисты некоммерческой организации «Фонд Региональный оператор» готовы ответить на все вопросы, касающиеся капитального ремонта. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.